Зимние виды спорта. Чтобы здоровым быть сполна, физкультура всем нужна. Для начала по порядку утром сделаем зарядку. И без всякого сомнения есть хорошее решение. Бег полезен и игра, занимайся детвора. Чтобы успешно развиваться, нужно спортом заниматься. От занятий физкультурой будет стройная фигура. На площадке ледяной игроки метут метлой и по льду гоняют камень. Что за спорт здесь перед нами? Это вид спорта называется керлинг. Участники двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды камни в стороны размеченной на льду мишени. Вопрос нелегкий у меня, как это называют, когда спортсмены на санях по желобу съезжают. Это бобслей. Посмотрите, вот герой, он летит вниз головой, животом на санках лежа, страшно так, мороз по коже. Это скелетон. Очень трудно быть не в спорте, самым метким в этом спорте. Просто мчаться по лыжне, то под силу даже мне. Сам попробуй бегать день, а потом попасть в мишень. Лежа навзничь из винтовки, тут нельзя без тренировки. А мишень тебе не слон, спорт зовется биатлон. Он на лыжах, но как птица, может в небе появиться, оттолкнется и вперед отправляется полет. Это прыжки на лыжах с трамплина. Лыжа здесь всего одна, коротка, а не длинна. Чудеса на ней покажем, кувыркаться можем даже. Это что? Это сноуборд. Про этот спорт я много слышал. Воздушный акробат на лыжах. Это что? Это вид спорта фристайл. Спорт на свете есть такой, популярен он зимой. На полозьях ты бежишь, за соперником спешишь. Это лыжные гонки. Деревянных два коня вниз с горы несут меня. Я в руках держу две палки, но не бью коней, их жалко. А для ускорения бега палками касаюсь снега. Это горные лыжи. Кто 10 километров, качая так рукой, бежит быстрее ветра, согнувшись кочергой. Это конькобежец. Это вид спорта называется конькобежный спорт.